В декабре 1944 года нас изгнали из Грузии в Узбекистан. Тогда я училась в 4 классе. Старшие братья были в армии, а семья была большая. У моей матери было 10 детей, и так получилось, что старшая была я, и в возрасте 12 лет мне пришлось выйти на работу. В то время работать было очень сложно, потому что не было никаких условий. Летом мы собирали хлопок, а зимой мы практически не жили дома и работали на каналах. Тогда мы на себе носили и глину, и камни для строительства канала. В Узбекистане я создала свою семью. С 1945 года по 1987 я постоянно работала, не зная отдыха. Это были очень тяжелые годы, на которые я отдала свое детство, молодость и здоровье. Турки-месхетинцы являются одной из самых древних народностей. Это тюркоязычный народ, происходящий из грузинской области Месхетия. История этого этноса сложна и временами трагична. Лишь за последние столетия этот народ дважды подвергался массовым гонениям и депортации. Первое переселение турков-месхетинцев произошло в 1944 году, когда по приказу Иосифа Сталина их депортировали из Грузии, и новыми странами их заселения стали Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Однако спустя 45 лет в истории этого народа произошла очередная трагедия. А пока глядите в лица, в глаза этих детей, что вынесут они из этого, из этой страшной трагедии? Какая боль надолго застыла в них? В этом автобусе, готовом к Рафке, их горе ощущается как бы физически. Что успели увидеть и запомнить эти дети? Как будут смотреть они на мир после того, что произошло в Фергане, в их домах, где они родились и выросли? Поводом было то, что наши, которые прожили 45 лет, бросили эти же дома и выехали кто куда. Но тогда была установлена такая программа, видимо, программа или точно, чтобы специально они выехали, наши турки-месхетинцы, проживающие в Средней Азии, все выехали в 3 основных северных областей Российской Федерации. Но так как у нас, так как мой народ всю жизнь жили в теплых краях, им это как-то и по здоровью, и по этим не устраивало. Поэтому кто куда хотел. Многие уехали в Азербайджан, а 17,5 тысяч турков-месхетинцев тогда приехали, переезжали в Чеченскую республику, именно Наурский район. Хотя тогда было закрытое письмо, что кроме вот 3 областей, которые я раньше назвал, в других местах их нельзя было принимать. Было закрытое такое, скрытое письмо, закрытое письмо. И несмотря на это, тогдашнее руководство Чеченской республики и на Наурском районе разрешили 17,5 тысяч турков-месхетинцев принимать. Не только они приняли, им дали, создали условия жизни, устраивали на работу, а многим, которые не было возможности купить дома или там это, им дали пустующие дома, и многим дали участок, чтобы они строились. И вот так они приняли чеченский народ. Несмотря на то, что турки-месхетинцы лишь относительно недавно стали частью дружной многонациональной Чечни, с чеченским народом у них сложились тесные братские отношения. И помимо всего прочего, народы схожи трагичностью своих судеб, сталинские репрессии, через которые они прошли с честью и достоинством, сумев сохранить свою национальную самобытность. Если я мама, то я обязана научить своих девочек. Если ко мне пришли снохи, значит, своих снох, чтобы они никогда не забывали традиции этого народа, то есть традиции той семьи, куда они входят.
кто знает, куда мои девочки попадут, я тоже не знаю. Но, конечно, чтобы они и свое никогда не забывали, для меня очень важно это, и я стараюсь их научить. По воле Всевышнего Аллаха на гостеприимной чеченской земле турки-месхетинцы обрели вторую родину. На территории Наурского района проживает более 1000 турок-месхетинцев. Занимаются они в основном земледелием и животноводством. Хозяйство вот, держу 2 коровы, вот сарай. Вот это наш огород, 15 соток. Вот здесь я сажаю ранние рассаду, помидоры, там болгарские, баклажаны. Вот здесь половину посадили чеснок, вот тут лук растет, вот. Вот здесь будет, намечается картошку раннюю посадить для себя, чтобы... А там вон посеян, посадили клубнику, это поильная система, капельная система, специально покрывается вот так. И внизу шланга идет, она по капельным системам поливается. Клубника это специальный сорт, хороший, ранний выходит, аж до осени бывает. Вот посадили, вот персики посадили в этом году. Не в этом, а в прошлом году 4 штуки. Ну вот так занимаемся, чем сможем. Вот виноград есть, посадили хороший сорт. Там есть винограды. Красный дамский палец. Уже сколько лет тут живем. Считаем, что мы же сюда привыкли. Все родные тут, соседи уже, близкие уже. Помогают везде. Приходит. Всем спасибо им. Ну, как родной дом стал уже. Примечателен тот факт, что кроме Чеченской Республики нигде в России больше нет официально зарегистрированной общины турок-месхетинцев. И, как отмечает сам председатель турецкой общины Исабек Биналиев, руководство региона поддерживает их, помогает дважды изгнанному народу развиваться и сохранять свою культуру. После того, как вот к власти пришел Ахмадхаджи Кадыров, и благодаря ему и его команде, и не только нам, туркам-месхетинцам, он сделал все возможности, те, которые живут, кроме чеченцев, и другие, там, скажем, казачи, казаки, там, русские, там, нагайцы, кумыки, в том числе турки-месхетинцев. И тогда даже его команда выезжала в местах, где компактно проживает нацменьшинство. И они даже заставляли, можно сказать, что мы создавали свою диаспору, утвердили, узаконили, и на основании закона мы продолжали свое существование. Также тогда, вот, в 2003 году, мы проводили собрание, и в общем собрании избирали тогда меня председателем местной национальной культурной автономии турецкая община, и мы составили устав, зарегистрировались в регистрационном палате, и на основании положения этого устава мы сегодня существуем. Но мы и тогда, и вот первой, второй кампании, чеченской кампании, мы жили всегда чеченским народом в дружбе. И не только чеченцами, и другими, соседями. Там, тогда были здесь Наурда многонациональные, там и русские, казаки, там чеченцы, турки, они все одно единым были. Сегодня этот многострадальный народ живет в мире и согласии со всеми остальными этносами, проживающими на территории Чеченской Республики. И именно здесь они смогли обрести свой дом, который они теперь именуют второй родиной. Когда мы приехали в Наур, нас приняли очень хорошо. Хочу выразить огромную благодарность руководству республики за те условия, которые для нас создают. Мы считаем эту землю своей родиной. Нам здесь хорошо помогли. Здесь я на самом деле за долгие годы смогла отдохнуть, а мои дети смогли найти себе работу и обеспечивать свою семью. Большое спасибо этому государству за то внимание и за ту заботу, которую они проявляют к нам.
Мои внуки получают образование, и все выбирают свой путь в этой жизни. И именно это было то, о чем я всегда мечтала. Ведь для меня самое важное, чтобы они никогда не видели той боли и тех лишений, через которые прошла я в свое время. Но я могу уверенности сказать, что который проживает рядовой, нормальный гражданин Чеченской Республики по национальности чеченец, ничем не лучше, чем мы, турки-месхетинцы. Мы так же, как и все жители, граждане Чеченской Республики, мы равноправно, нормально живем. У нас, слава Богу, все в достатке, все есть.